Слово для выступления предоставляется представителю Государственного комитета национальной безопасности. Вы будете оба выступать или один? Хорошо. Проходите. Сабырову Куанычбеку Сабыровичу. Добрый день, уважаемые присутствующие, уважаемые судьи, уважаемые участники. Хотел бы официальную позицию Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики по рассматриваемому Конституционному судопроизводству делу по обращению Теплякова, в частности о признании неконституционным и противоречием подпункта В пункта 5 статьи 3 Закона Кыргызской Республики о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере уголовного судопроизводства от 10 марта 2021 года за номером 29 изложить в следующем. То, что мы считаем, что указанным нормой отмена не противоречит нормам Конституции, поскольку, как было выше сказано неоднократно в выступлении самого инициатора обращения и его представителей, то, что после прекращения уголовного дела по заисчением сроков давности, еще не без возмещения причиненного материального ущерба, инициаторы пользовались своим правом на судебную защиту в гражданском порядке. С вашего позволения хотел бы остановиться на озвученных проблемных моментах, чтобы сократить время, сэкономить. Здесь вот, как было отмечено, вот первоначальной редакции УК Кыргызской Республики от 1999 года такой нормы не было, то что запрещающие прекращение уголовного дела в случаях невозмещения причиненного материального ущерба. То есть уголовные дела где-то 7-8 лет, это норма как в 2014 или в 2015 году была введена изначально, применялась. Но тогда в старой редакции в Уголовном процессуальном кодексе был отдельно предусмотрен, ну, как бы сказать, механизмы имело место гражданского иска. Что должен следователь принимать? Даже следователь уполномочен был гражданский иск принимать, приобщать к уголовному делу, приобщать сторону ответчикам истцом, и тогда обвинительный не акт, а заключение составлялось, указывать. Даже тогда судьи уже прекращали уголовное дело по необъективным основаниям, в частности за истечением срока давности, привлечения к уголовной ответственности, то в обязательном порядке решали судьбу этого иска, гражданского иска в рамках уголовного дела. Там, гражданский иск такого-то выделить в отдельное производство для рассмотрения в гражданском порядке. И все. Вот. По уголовной ответственности оценку давали судьи, а при этом могли в рамках этого своего приговора постановить о взыскании или же выделить. То есть был выбор у судьи. То есть раз нормы уголовно-процессуального законодательства позволяет или обязывает его принять прекращение уголовного дела, либо освобождение от уголовной ответственности подсудимого, он принимал, значит, по гражданскому иску выделял в отдельное производство. Но, к сожалению, в последующих редакциях Уголовно-процессуального кодекса вообще вот это понятие гражданского иска в УПК вообще было убрано. Это и в редакции от 2017 года, и в настоящее время. Только в настоящем действующем кодексе предусмотрено только в одном моменте, когда это уже исполнение наказания, отбывание осужденного. Там точно не помню, либо отсрочка, либо досрочное освобождение, там, если гражданский иск имеется наличие, то что. Относительно вопросов стороны инициатора, то, что прекращение, то, что судьей постановлением было прекращено по необъективным основаниям, за исключением срока давности, тогда как лицо не признает вину. Да, действительно, в данном случае законом дается возможность, право судьям прекращать по необъективным основаниям без признания. Здесь только согласие на применение нормы о прекращении за исключением срока давности. Здесь его признание вины, здесь законодатель законом не требуется.
То есть виновность, невиновность только устанавливается судом по итогам рассмотрения, детального изучения дела с постановлением приговора о виновности либо невиновности. А в данном случае идет речь об освобождении от уголовной ответственности до детального изучения и постановки невиновности. То есть по смысловому содержанию здесь, раз заявление срока давности было прекращено, это является одним из видов по нереабилитирующим основаниям, да, одним из видов оснований прекращения по нереабилитирующим основаниям. То есть здесь факт совершения преступления только устанавливается судом. Также хотел бы отметить, почему такие вопросы очень много стало в последнее время возникать. Вот именно возмещение ущерба в гражданском порядке и увеличение количества уголовных дел против собственности, в частности мошенничества. В 2012-2013 годах вот значимое такое изменение было внесено в Гражданский процессуальный кодекс. Почему? Эта инициатива исходила от судейского корпуса. Прям в гражданском порядке все судебные органы были очень нагружены исками. Старая редакция позволяла то, что взыскание государственной пошлины с ответчика по итогам рассмотрения. Когда, чтобы увеличить, попросту, чтобы так, не все обращались, просто так не загружали, ввели норму, чтобы до рассмотрения, до принятия уже пошлина была оплачена государству. Вот тогда юристы, юридическое сообщество юристов, в том числе и адвокаты, и представители, начали вот этот механизм, чтобы избежать и получить как бы льготу об освобождении от оплаты государственной пошлины, прибегать к криминалистам, да? В уголовном судопроизводстве уже начали обращения. Даже элементарно постановление не только о прекращении, да, судьи, а постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела за исчерпанием срока давности, либо по иным вопросам, да, по иным нереабилитирующим основаниям, позволяло им дальше пойти в гражданском порядке, это одной бумагой, уже они освобождались от пошлины, обращаться иском и оттуда взыскивать в гражданском порядке. После этого все то, что сегодня озвучены, то, что обстоятельства по рассмотрению уголовного дела и прекращение в суде по нереабилитирующим основаниям за исчерпанием срока давности без возмещения и в последующем обращении в гражданском порядке тоже, это все свидетельствует то, что инициатор и его представители в полной мере воспользовались своим правом на судебную защиту. Просто здесь они выбрали такой механизм, чтобы от госпошлины освободиться. Ну, вопрос, когда уже результата не можешь добиться уже по течение 9 лет, да, не ошибаюсь, вы сказали, это уже вопрос к правоприменителям, да, именно судебной практики, а не нашим нормам и редакциям законодательства. Да, в действительности было бы хорошо вот эти моменты, если и в Уголовном процессуальном кодексе, и в частности в Уголовном процессуальном кодексе были бы четко вот этот механизм был бы, да, как в старом кодексе. Сейчас то, что приняли, потом обратно отменили, обратно сейчас в действующей редакции, обратно эту норму, запрещающую до возмещения материального ущерба прекращать за исчерпанием срока давности, обратно ввели. Вот этот промежуток времени мне не ясно, как придание юридической силы, как они, инициатор в своем вступлении, чтобы уже отмененная норма, это как будет. Ну, в частности, то, что тоже послушав выступления моих коллег предыдущих,
Тоже в части того, что, да, действительно, там, я бы сказал, там, усовершенствование действующих, да, вот, механизмов, да, там, требуется в этой части, я, конечно, это согласен. На этом все. Спасибо за внимание.